Это где-то 2 миллиона евро, в принципе, на эти основные зеленые зоны. Tak. Pak mají budget na péči o další parky, další plochy zelených, 29 městských částí, každá nějaká. Но, как я говорил, у нас 29 городских частей, и они тоже занимаются уходом за зелеными зонами на своей территории, то есть они имеют свои тоже бюджеты, то есть там 29 маленьких бюджетов плюс 2 миллиона евро, плюс эти все акционерские сообщества и další příspěvkové organizace, zoo, hřbitovy, этих 250 компаний, как зоологический парк, вот эти кладбища и так далее. То есть каждый из этих имеет свою еще дополнительную часть бюджета. Доhromady to dokážu říct, ale teď se tady budeme bavit jenom o té veřejné zelené. Но сказать в общем, какая сумма идет на зеленые зоны, я сказать не могу, потому что мне не нужно эту сумму, не надо, просто было интересно. Вот те же самые кладбища, они вкладывают деньги, да, по идее, да, в поддержку зеленых зон. У них есть, допустим, какое-то поощрение от города, например, вот если бизнес содержит эти зоны, то у них, например, какая-то там скидка налоговая или еще что-то, какие поощрения есть для бизнеса? Как вы их заставляете это делать, да? Вот. Ну не заставляете, как мотивируете. Ну, да, или мотивируете. Да. Мне тоже интересно. Ne, my je nenutíme, my oni bojují o peníze, aby to mohli dělat. Мы их никак не заставляем, то есть они сами стараются найти деньги для того, чтобы они могли ухаживать за своими деревьями, например, в своей территории. Totiž Hřbitovy patří k nejstarším parkům. Что касается кладбищ, они являются одними из самыми старыми парками по городу. Je to brané jako místo piety. И это считается местом спокойствия. Это как бы специфический парк, то есть они сами стараются там ухаживать. My máme třeba projekt na Ústředním hřbitově, města Brno, největší hřbitov, který tam je. У нас сейчас, например, идет проект на самом большом кладбище Брно, kde chováme včely městské. где содержим пчелы городские. A ten med funguje jako PR takový. И мед у нас как один из инструментов PR. Protože je tam spousta květin, spousta lipových alejí. Потому что очень много цветов, очень много старых деревьев, поэтому... Jabloňový sad je hned za plotem. Недалеко есть яблоневый сад, поэтому там получается очень хороший мед. No a je tam poměrně vyznačná biodiverzita, ty stromy jsou tam velký a ředitelka se snaží je zachovat, aby právě udržela ten parkový charakter a ty lidi tam trávili možno příjemný čas. И на кладбище никто не мешает деревьям, они там растут, без там не происходит чего такого, чтобы мешало в этой зеленой зоне, поэтому люди очень любят туда ходить, ну, вспоминать своих близких, которые там где-то на этом самом кладбище, но они считаются, в принципе, парками специфического вида, то есть директор нашего этого центрального кладбища, она очень сильно сама хочет, чтобы это все сохранилось, потому что это именно делает имидж этому кладбищу, и это привлекает людей. Ale pozor, je tam ještě jiný úhel pohledu, jelikož jsou správci toho parku, tak odpovídá za škodu způsobenou těmi stromy. Но с другой стороны, там есть специфики, потому что они являются хозяинами этих деревьев, то есть если там возникает какой-то ущерб, то есть, например, если дерево упадет, они являются ответственными также за такие случаи. Může poškodit hrob, může zabít člověka, za to odpovídá ta organizace. Это может повредить могилу, это может упасть на человека, то есть они должны ухаживать за этими деревьями еще и с этой позиции, что они ответственны за состояние этих деревьев. To je další důvod, proč mají potřebu se o to starat a chtějí. То есть это вторая причина, почему они сами стараются собирать деньги и ухаживать, и там не получилась никакая трагедия, никакой ущерб. А это действующее кладбище там сейчас идет как бы под захоронение, там новых людей хоронят? Но они есть, вот это кладбище, про которое говорим, центральное, оно историческое, очень старое, но до сих пор оно работает. Коллеги, прошу давать время на презентацию. У нас вопросов 8 миллионов. Да, интересно.
Tak, já bych se vrátil k tomu sekání nebo údržbě trávní. Сейчас закончим еще с газоном. Mluvila jste o tom, že se nemusí sekat, nebo je těžké to jenom sekat. Přišli jsme na takovou jednoduchou praktickou věc, údržbě trávníků. Как я говорил, мы ищем разные подходы, используем разные подходы к уходу за газонами. Používáme výběrové a mozaikové sečení travnatých ploch. И сейчас у нас такой подход, что мы сечем все газоны одновременно везде, а безурочно, можно сказать. Ponechají se vhodné kvetoucí druhy. Иногда, например, оставим часть газона, где цветут какие-то растения, которые мы хотим продвигать, и их не сечем, чтобы они могли лучше размножаться. A jsou to někde i bodláky pro ptáky. Это могут быть также растения для птиц, например, зависит от видов. Jasně, nechá se vyklést, vysemenit. То есть в некоторых местах мы вообще не сечем эти газоны, чтобы потом помогать природе, чтобы она на саморазмножала некоторые виды. Kvůli psům sečeme třeba kolem cest. Ну, например, для выгула собак мы сечем газоны вдоль дорог, чтобы там людям было удобно ходить. A další pozitivum je, že vlastně nespotřebujeme tolik pohonných hmot na posečení nějaké plochy. И когда используем этот метод, мы экономим в том числе и бензин в машинах, потому что мы не выезжаем на все газоны целый год, а сечем только výlučně. Navíc každá plocha může být posekána nějakým zajímavým obrazcem, si do toho zapojují. Иногда мы, например, и подключали художников и делали разные мозаики в этих газонах, которые были. Já tady na té fotce to není vidět, ale já jsem si vyfotil 2 fotky na mobilu, tak já to můžu poslat klidně kolovat, to viděli. Я только могу на телефон фотографии этих мозаик, вы можете посмотреть, как оно выглядит. A tam si najde místo vlastně každý pro odpočinek. Здесь место про отдых pro každého. A ještě je to květy, cvěty. A takový. Wow. Sorry. Jo, jste to nevěděli. Tak. Takže samo se obnovuje, díky vysemenění, méně pohonných hmot, méně práce a ještě je to esteticky zajímavé. Это меньше работы, это другая эстетика, то есть у нас разные совершенно. Tak jdeme dál. Tady třeba jsou vidět, že tohle je ten příklad. Nechali jsme Dobromysl, to je oregano. Здесь, например, мы оставили орегано, Bylinka oregano. растений в газоне, чтобы оно там подрасталось. No, lidi tomu je rádi, berou si bylinky na doma, na čaj. Люди туда приходят брать эти травы для чая, для кухни. Tak, tady ještě naši koníci, používáme spásání. Наши лошади, мы тоже их используем для клички этих газонов. Такой. Вот зовут Маша, это Kuba. Takže je to atraktivní pro veřejnost a prostě spásají plochy a to je vždycky lepší než sekat a jde to zase něco levněji. Если мы можем использовать животные, это дешевле и лучше, чем механизация, и это тоже привлекает внимание жителей, поэтому мы очень любим запускать животных на городских территориях. Takže kosení trávníku je potom, máme trávníky pobytové a nepobytové, to jsou ty určitě. У нас, в принципе, разделяют газоны на те, где люди могут лежать, и те, которые в более природном состоянии. Využíváme především mulčovací sekačky, aby ten mulč tam vlastně zůstával, a robotické sekačky na dálkové ovládání. Эта механизация, которую здесь видим, она оставляет траву в этом же газоне, чтобы она
ну, там разлагалось, и чтобы это самокомпостировалось. A je nastavená na 8 cm. У нас есть уровень газонов 8 сантиметров по всей городу. Jde to i na 10, ale sekáme na 8. Jeden den se poseče a druhý den znovu, aby se ten muž rozdrtil a zůstal v tom muzeu. А когда мы косим траву, то мы один день выезжаем, косим, и второй день то повторяем, чтобы еще раз это размерить, эту уже ну, траву, которая потом лучше компостируется. То есть это делаем 2 раза всегда, 2 дня после себя. No a tady len si třeba příklad toho nepobytového trávníku jako louka. Здесь мы видим такой газон, который не предусмотрен для того, чтобы там ходили люди, он такой более природном состоянии. Seče se teda jenom okraju cesty. И там только занимаемся уходом за эту часть, которая до дороги, а то, что на склоне оставляем, и там природа сама занимается. Používá se ten jetel, především tomu se hodně daří i v suchých expozicích. Здесь мы видим виды растений, которые устойчивы для сухих мест. A do zastíněných míst používáme břečťan plazivý. И в тех местах, где тень, постоянно там у нас еще другие виды. Это уже не трава, но на русском названии это Břečťan. французское. Taková je to plazivka. Плющ. Да, он ползнет по земле. Tak tady vidíte kosení trávníků a Здесь, potom hrabání vlastně. здесь мы видим совсем мануальный Храбань. способ косения этих газонов. To využíváme na krmení zvěře a je to na těch svazích, kde se nedá mulčovat právě. На некоторых таких склонах, как мы видим здесь, туда никакая техника не проедет, поэтому там должны заниматься этим вручную. Эту траву потом собираем и используем для корма для животных. Tak využíváme tedy to potom na krmení a ty zvířata fungují především pro veřejnost, je to zase nějaký popularizace. И это нам тоже помогает объяснять людям, как занимаются именно зелеными зонами, почему надо охранять природу, просто привлекает, когда они видят эти животные. Tak a tady je třeba i to, že oni nám dávají možnost využívat ke kompostování jejich vedlejší produkty. И также используем для компостирования там, вторичные продукты животных. Tak a ty využíváme vlastně v tom místě, je to maximální cirkulace. То есть все используется на одном месте. Tak a tady je třeba ještě ukázka naše kozy. Это еще наши животные. Ty si tam hrají na kamzík, na garny kazly, oni hrají. A to je nejlepší lezec světa, brněnský rodák Adam Vondra, ale ten musel zlanem na té zdi. Jak to. Это больше чемпион по горному да, скалолаз. Но у нас еще эти козы тоже используем в некоторых местах для водоза. No a tady ještě na ukázku, jaké jsou nejčastější vysazované druhy stromů. Здесь мы видим виды деревьев, которые у нас высаживаются по количеству, то есть, которые сами наверху, они самые такие популярные. Takže nejvíc prunus, acer, to je javor, stylia, lípa. Tak. Tady jen ukážeme si ještě nějaké druhy vysad. Первый чернослив. Javor. Jestli je javor. Je třeba prostě dbát na ty druhy, které dokáží se v tom místě uchytit. Мы высаживаем те деревья, которые, да, прион второй, те, которые могут, ну, как бы, то хорошо процветать, липа, третья, то есть это три самые популярные виды, которые могут проживать в этих условиях, но они типичны для именно таких условий в нашем мире. Чернослив, прион и липа. Třeba ještě říct, že teda máme v té naší organizaci 6 certifikovaných arboristů,
У нас в департаменте работает 6 сертифицированных арбористов. Máme zpracované nějaké arboristické standardy, které jsou z pohledu odborníků zpracované téměř nejpodrobněji na světě. И мы разработали очень подробные арбористические стандарты ухода за деревами, которые некоторые считают самыми подробными в мире. A máme je i v angličtině, takže můžu potom У нас есть и на английском языке, поэтому я вам через какое-то время могу выслать все ссылки, все документы, которые у нас есть для Každoročně arboretisty proškolujeme, především ve stromolezení. Каждый год мы организуем дополнительное обучение, образование этих арбористов, чтобы они соблюдали самые современные тренды. Vím, že náš ředitel té příspěvkové organizace Veřejná zeleň je z Kanady držitelem certifikátu, který mají asi jenom 3 lidi na světě. Да, и директор нашего департамента тоже имеет сертификаты, в том числе и зарубежные, которые не много людей имеют у нас. Tak, tadyhle je ukázka výsadeb na Novém náměstí, probíhá rekonstrukce náměstí. Здесь один из примеров, это реконструкция одной из площадей в центре города. Мы там провели полную реконструкцию площади. Používají se strukturální substráty, nevím, co to je, jsou speciální míchané směsi, které vlastně zajistí dobrý prokořenění těch stromů budoucna. To kamenivo s pískem, s dřevěným uhlím. Под эти дерева мы подсыпываем смеси, специальные, это смесь почвы, камней, дерева. И это такая смесь, которая помогает этому дереву хорошо разрастаться, то есть помогает корням пойти глубже под эту площадь. То есть это не простая почва, а прям speciálna směs. No nejde to do země, je tam prostě směs, protože v tom městě jinak strom nedokáže růst. Ale jako to se může kořenit do hloubky? Může kořenit do hloubky, ale ten bazén na to, kde je poměrně velký a stačí mu to třeba na prvních 20 let života, než se dostane z toho hlásečnicového koření dál. И там, как видим на этих фотографиях, то есть вокруг дерева получается такая коробка. Это заполняется этой смесью, и эта коробка хватает дереву, в принципе, на где-то 20 лет, то есть его корни не разрастаются дальше первые 50 лет, и он никак не разрушает площадь с одной стороны, с другой стороны у него есть достаток пространства для корней, чтобы он хорошо там просыпал. Ještě potom ukážu jeden způsob. Достали дерево, уже имеющееся, в него в яму насыпали смесь. Нет, это для новых. Это для новых? Для новых. Это посадка новых деревьев, то есть они берутся с какой-то фирмы, которая выращивает дерево, привозится туда, выкопается большая коробка, как будто засыпается смесью и сажается новое дерево. A je tam velké kameny, tam dáváme biouhel. Добавляем большие камни, уголь, organickou hmotu, органические материалы, nějakou spálenou biologickou hmotu, dusí. биологические материалы. Kdyby se jenom vykopala díra, stačil se tam to. Hlavně navíc ještě ve městě jsou všude sítě, tak kořeny nemůžeme pustit dál. У нас две проблемы. Одна проблема такая, что город это, в принципе, искусственный мир, туда невозможно посадить дерево и ожидать, что оно будет само расти, поэтому им надо помогать именно этой хорошей смесью, чтобы оно там выживало. Вторая проблема у нас это инженерские сети, то есть там есть водопроводы, газопроводы, телефон, интернет, всякие кабели. И мы также не хотим, чтобы это дерево сильно разрасталось, помимо этой коробки, которую мы подготовили. То есть мы ожидаем, что оно корнями не будет разрушать все эти сети под землей. A ten strom, jenom řeknu, že ten strom se musí kotvit právě, protože nemůže ty kořeny pustit úplně jako moc daleko, tak se musí kotvit, ale ten substrát, ten není v místě výsadby, ale ten se dává kolem, kam ty kořeny vlastně jako dosáhly z toho konce. То есть эта смесь, она как бы то по сторонах этой всей коробки, то есть куда мы хотим, чтобы это дерево разрасталось,
И потому что корни небольшие, как в природном, как бы, в природной среде, мы должны это дерево еще зацепить, чтобы оно не упало. То есть там есть какой-то механический еще способ, как это дерево держать на месте. Якщо модифікувати це будь-яке. Jak se to můžu představit? Kolik 3x3 metry. Ну, примерно 3 на 3 метry. Tady je další případ takové výsadby v příšerném místě. Je to, Первым устанавливается, чтобы корни Má могли. to stěny, to je jak kde, třeba tady to má stěny. Tady nemůže šířit se kořen dál. Это очень сильно зависит от определенного места. Здесь мы видим второй пример. Это тоже реконструкция площади, но другой. Эта площадь сильно такая застроенная, то есть там как бы то вообще нет никакой почвы. И здесь, потому что это в историческом центре, там она имеет стены. В предыдущем случае там она была без стен, но здесь как бы то мы не можем позволить этим деревьям разрастаться не так, поэтому здесь по-другому. A tady vlastně sem se usazuje strom a toto se vysypává tím substrátem. Je to prokořenitelná buňka, do které pak jdou ty kořeny. Ale pak je zeď, kde už nemůžou dát. Здесь мы видим, что в конце стена, то есть там уже вообще дерево не может никогда пойти своими корнями. В самом центре, где такая большая, да, по центру этого места, это место, куда сажаем дерево, и вся остальная площадь, она для корней, то есть куда сыпаем этот специальный слой, который я говорил. Дерево идет посередине, вокруг смесь и в конце этой коробки стена. Tak, na zalévání používáme elektromobil, Для полива используем электрический автомобиль. závlahové baky, nové výsadby. Тоже есть у нас такие баки для воды. Postupně se uvolňuje a tím pádem nezmizí z toho, neodteče, není to závislé na dešti jenom. Это как сумка, в принципе, это новый тоже метод полива. То есть вода наливается в эту сумку, и она постепенно протекает к корням. Можно сказать, что она в течение дня там всегда есть какая-то вода, то есть это не одновременный полив, а он такой более устойчивый. A jenom se dolívá И постепенно дополняем в этой сумке. po celou sezónu. В течение целого летнего периода добавляется вода, и она постепенно протекает к корням. A 5 let od výsadby. И у нас есть такое правило, что полив организуем в течение 5 лет после посадки каждого дерева. Jinak strom ve městě nemáte šanci У udržet. нас есть такой опыт, что если это долго меньше, то эти дерева не выживают, поэтому мы просто определили, что 5 лет такой минимальный срок времени, когда нужно ухаживать интенсивно за этим деревом. Zjistili jsme, že ty náklady, ačkoliv se to zdá být prostě až jakoby moc, tak to vyjde levněji, než neustále opakovaně dosazovat každé 3 roky strom a zalívat ho a nezajde. Это, на первый взгляд, может выглядеть как очень такой дорогой метод, которому нужно очень много работы, но мы знали, что это дешевле, чем заменять эти дерева, которые засыпают. То есть раньше у нас были такие случаи, когда дерево засыпали, и сейчас мы знали, что если правильно поливать 5 лет, то у нас получается дешевле. Ještě potom u vzrostlých stromů používáme půdní něktář. И взрослых деревьев, это не продали. No, tak pro vzdušnění půdy pomocí kompresorů. У взрослых деревьев еще добавляем воздух в почву компрессором, это на средней фотографии. Je hlad do více jak metrové hloubky. Идем в глубину больше 1 метра. Pak se aplikuje hydrogel, Туда добавляем гидробел. to je hydroabsorbent a zlepší vlastně vláknové podmínky v té půdě. И это помогает сохранять влажность в почве в корнях именно этих старых деревьев.
Že když jsou exponované parky, kde chodí hodně lidí, tak oni dokážou tu zem tak zhutnit, zhrubat, že ten strom prostě, že tam není žádný prostor. Этот метод используем в основном в парках, туда ходит очень большое количество людей, потому что они тем, как влияют вокруг этих деревьев, да, уплотняют почву, и в принципе там очень сложно эти деревья потом поливать, и им не хватает влажности, не хватает воздуха в почве, и там ничего другого невозможно сделать, чем добывать это деревья в корни. No a ještě používáme injektáž stromů přímo, další speciální údržba. Здесь еще один метод такой специальный. Proti škůdcům. Это против всяким насекомым и всяким животным, которые могут нам повредить дерево. Navrtá se, dá se ventilek a tam. Добавляем пестициды прямо как бы в дерево, чтобы оно более сильно могло само себя защищать от всяких рисков. Tam se aplikuje ten insekticid do toho ventilku. То есть это в основном против разных видов насекомых. Tak. Další způsob ochrany stromů je postřikem. Здесь еще видим, ну тоже это способ охраны деревьев. No, používáme biologické jako jo, Это тоже вид защиты против насекомых, но это аппликация определенных химических веществ прямо на листе, но мы используем biologické přípravky. экологически безопасные химикаты для этого, потому что они находятся прямо как будто на улице, поэтому там какая тяжелая химия не попадает. Ale i tak to děláme nejčastěji v noci, aby lidi. Но тем не менее эту защиту мы распространяем ночью, чтобы люди не беспокоились, и чтобы там вообще не было никаких рисков для населения. Tak to asi bych mohl potom mluvit, ale to není třeba. Tak další, jo. V parku samozřejmě používáme nikoli beton, ale zasakovací plochy. Во всех парках категорически не используем асфальт, бетон, но только такие поверхности, которые пропускают воду. Jasně, aby vlastně veškerá ta dešťová voda zůstala na tom území, neodtekla do kanálu. Чтобы вся дождевая вода могла заходить в почву, она не отекала как бы с территории. Takže je to cenné kamenivo a tak. A zároveň je důležitá ochrana při stavbách, na to je taky třeba dbát. И тоже очень важный момент это охрана деревьев при строительстве. Především kořenů. Есть разные методы, как охранять именно корневую систему деревьев. Při výkopech se zavlažují, sestřihávají, zatírají, zakrývají vlečenou textily. Когда копается земля при строительстве чего-нибудь по городу, это может быть дорога, это может быть какое-то ограждение парка и так далее, то охраняем разными способами именно корневую систему, то есть там можно сокращать корни, можно тоже их охранять всякими химическими химикатами, чтобы эти корни не повредились, или тоже добавлять влажность вокруг корневой системы во время строительства. Tak a tady je třeba ukázka výstavby tativodu, který používáme v parcích. Je to něco jako ve velkým, ten zase ten zavlažovací vák. Ta voda se dostane tohletou stavbou do toho kameniva a postupně se zasáhne k tomu zemí. Вот эта схема такого типического организации как это сбора дождевой воды в парках, которые мы используем в основном. То есть там видно, что есть на правой части есть дорога в парке, там есть какая-то часть, куда вода может, если большой дождь, она пойдет в почву, и по этой трубе отправляется налево, в левую часть, и ну, там есть такой, да, можно сказать, подземный резервуар, и оттуда это большое количество воды потом постепенно уходит в почву. То есть даже если идет большой дождь, то у нас есть всегда какая-то мощность этих резервуаров в парках, чтобы вода нам не уходила. Snaha je maximální snaha o
budování zatravněných příkopů, nikoli pangateů, který vodu svedou k kanálu, ale zavlažovací příkopy. Prostě je to jenom kajbl, kde ta voda steče. Jako to je podél cest, jako všude? Podél cest, no, jako při rekonstrukcích cest nebo rekonstrukcích parků se to dělá. Dřív to nebylo, ale teď se vyměňují ty pangaty, ty obrubníky za zavlažovací pásy. Jo, jasně. No, u nás раньше был дорог, и также в парках были, можно сказать, такие бетонные, как полутруби, которые отводили воду. Но сейчас их заменяем за травяные, то есть они должны тоже собирать воду и постепенно давать возможность этой воде выходить в почву. То есть сейчас заменяем все эти бетонные сооружения или в парках, или вдоль дорог, где разные такие транши за какие-то природные водные транши. Je to levnější při budování než obrubníky, ale horší na údržbu. Это дешевле, но там с этим связано очень много работы с уходом за этими местами, потому что там Těžko se seče. там сложно просто траву, сложно за этим ухаживать, но это очень нужно, потому что иначе у нас проблемы с водой появляются. Teď ještě něco k podpoře druhové diverzity, kdy se snažíme využívat třeba dřevní štěpku, kterou rozměstňujeme v parku. A tak jako... Здесь еще покажу пару слайдов про поддержку биоразнообразия. Мы, например, размещаем разомлетые дерева, но старые, тоже в парках. Мы поддерживаем размножение всяких жуков и всяких насекомых. То есть тоже в некоторых местах Necháváme hromádky, оставляем dřevomilných míst tam prostě. либо кучи каких-то веток, либо кучи вот этого материала, либо старых листьев, чтобы там могли животные сами по себе как-то найти свои места. Třeba vidíte, jak ještě využíváme koně při údržbě parku. Здесь тоже можете увидеть, как используем лошадей при уходе за парками. Aby tam nedocházelo k poškození vlastně nějakých těch cibulnatých a hryznatých rostlin. В некоторых местах, если мы туда тоже тащили машины, это может повредить почву, это может повредить всякие растения в этом же лесу. Поэтому в чувствительных территориях тоже предпочитаем использование лошадей. Tohle jsou fotky z prosince Это фотографии с декабря. a tohle jsou vlastně ze stejného místa z jara. Это та же самая территория весной, поэтому здесь мы видим причину, почему мы не хотим туда заезжать машинами. Там растут очень ценные растения, которые при везли машины могли быть повреждены. Rybníky a ladonky. Tak. Pak taky děláme, chováme ty včely v městských parcích. Это наши пчелы, который рассказывал. Máme 8 včelstev. У нас сейчас пчелы разводятся на 8 местах по городу. Využíváme to pro environmentální chovu a osvětu. В основном эти пункты для нас как точки экологического образования. То есть они не для производства меда прям, но показываем там людям и детям разные вещи, связанные с природой. Taky máme projekt participativního rozpočtu, že lidi vlastně rozhodují, na co město by mělo dát peníze. A tady byl jeden projekt na výsadbu medonostních keřů a propagace světové činnosti. Здесь это тоже один из таких примеров. Город Брно имеет партиципативный бюджет. Это работает так, что граждане города могут голосовать за использование части бюджета распределения. То есть часть бюджета распределяет сама мэрия, депутаты мэрии, а часть бюджета идет на какое-то обсуждение с общественностью. И это один из проектов, который был поддержан. Люди хотели, чтобы мы тоже стали разводить пчелы в одном месте и организовали вокруг этого пункт такое образование. То есть туда пошла часть городского бюджета по желанию именно граждан. Tady ještě další typ péče o tu biodiverzitu jsou to broukoviště. Это здесь такая куча веток, можно сказать, но это место, где размножаются минуты, потому что им нужно такие места, где разлагается старое дерево,
Jest v mnogých místách Goroda měl taky kůčik větok, je ani měnost, že для того, чтобы tam размножались. Ještěrky, hadi, Там всякие змеи, ящерицы и так далее. Здесь, listí pro ješky. или делаем кучу листьев для ежиков. То есть разные животные нужны именно такие неухаживанные территории, и мы специально организуем по городу. A nejjednodušší je nechat stromový torza. Neschodit všechno a nechat některou část Sami- biomasy. Самый такой простой способ – это просто оставить мертвое дерево там, где оно есть, его не пилить, не сносить, и оно само станет таким местом для разных видов животных, которые начнут на этом старом дереве проживать. Když jsme se bavili o tom parku Špilberk, tak ten je certifikovaný jako přírodní zahrada. Как я показывал, наш самый крупный парк вокруг замка в центре города, самый такой популярный, он имеет сертификацию как природный парк или природный огород. No ale to je takový blázinec trošku. Tam se hospodaří podle udržitelných pravidel. То есть вы должны соблюдать определенные правила ухода за этим местом. Jenom pro zajímavost, čím to spočívá. Nepoužívají se pesticidy, Мы не имеем права использовать пестициды, например, на этой umělé территории. průmyslové hnojiva, Никакие химические удобрения. ani rašeliny, aby se narušily jejich naleziště. И не можно даже привозить никакие удобрения ниоткуда, чтобы мы не нарушали никакие удаленные территории природы. Tak když si to všechno jen kompostem, То есть не только можно использовать компост, musíme sázet nějaké ovocní jedlí, ovocní stromy, мы должны высаживать некоторые виды фруктовых деревьев tak hospodařit se srážkovou vodou. и использовать дождевую воду. Там есть куча каких-то мероприятий, которые мы должны соблюдать, чтобы мы могли использовать эту сертификацию. Tak veřejná zeleň města Brna, jak jsem říkal, má na starosti vodní prvky. Как я тоже говорил, как бы в состав этих территорий, зеленых территорий города попадают также и водные, фонтаны или резервуары или речки. Tahle ta je třeba na tom Špilberku, v tom parku Špilberk. Это место находится тоже в нашем парке в центре города. A na čištění vody se tam musí používat místo chloru bakterie a čistící minerály. И, например, мы не можем очищать воду с помощью хлора, но тоже мы должны использовать природные методы очищения. Tak tady je nějaká ukázka našich elektromobilů, které používáme na údržbu městských parků. Здесь примеры наших электрических всех машин, которые на флоте наших департаментов. Výhoda je, že vlastně město si samo vyrábí svou elektřinu a teplo spalováním odpadů. Máme zařízení pro energetické využití odpadů, waste incinerating. То есть город сам имеет свою станцию производства энергии, и для нас выгодно иметь именно эти электромашины, потому что мы сами берем свое электричество для зарядки этих машин. Tak dochází teda potom i k nějaké údržbě cestní sítě a likvidaci plevele, ale tady v tomto případě je to likvidace horkou vodou. Здесь мы видим пример ухода за пешеходными тротуарами, где с помощью горячей воды без химикатов мы тоже за этим все ухаживаем. Dělali jsme ji horkým vzduchem, ale to se neosvědčilo, protože se to nedostává až k těm kořenům, není to taková účinnost. Раньше это был горячий воздух, но это не было достаточно устойчиво, поэтому сейчас очищаем эти тротуары горячей водой. Hodně propantutanu se na to spálilo, může to schořet okolo. Горячий воздух был опасный, потому что тоже мог возникать пожар. Tak, tady je další příklad toho. Это опять то же самое, тут горячая вода помогает сохранять красивыми и опасными тротуары. A nebo prostě používáme kartáč na betonovou dlažbu, aby nám to úplně nevyplavilo tu vodu mezi. Или в случае бетоновых и каменных поверхностей используем такие машины. Samozřejmě škůdci jsou ve městě, musíme používat biologické postřiky proti housenkám s obsahem bakterie. Вот это примеры всяких вредителей, где используем разные виды природных, тоже не химических возможностей, как с ними бороться. A není škodlivá pro člověka, jenom pro ty ovíječe, ty napadají уксус. То
То есть, да, разные виды нехимикатов, которые не могут иметь никакое влияние на население города. А чем это можно? Ну, Як- чем, например, козел? Другими козел. No právě ten postřeh obsahuje bakterii, která napadá ty houslinky a zlikviduje a je to právě jenom ním škodlivý. Там, например, на эти виды именно используем какие-то растворы с бактериями, которые их уничтожают другим способом. То есть вредители на вредители. Ještě se snažíme spolupracovat s univerzitami, Также сотрудничаем с нашими университетами в городе. umožňujeme jim výzkumy, Им позволяем проводить разные исследования на наших территориях. máme společné meteostanice. У нас есть совместные метеорологические станции. Na těch obrázcích zrovna vidíme sondu do proměření půdní vláhy po provedení té půdní injektáže. Здесь, например, видим, как нам университет помогал разбираться в том, как можно добавлять эти гидробелы, которые мы показывали в корневую систему, насколько это помогает, и они прям измеряли влажность почвы в разной глубине и в разное время после добавки этого гидробела. То есть университеты нам помогают выяснить, какие методы именно использовать и насколько они эффективны. Nějaké vyhodnocení a doporučení. То есть они увидели, что влажность увеличивается, да, судя по графику? No jak se zlepšila ta schopnost absorbovat vláhu v okolí té... Они показывают, насколько увеличилась возможность почвы абсорбировать влажность после добавки этого геля. Tadyhle si ještě ukážu, jak jsme si na sebe ušili trošku bič. Je to aplikace, kde vlastně můžou lidé upozorňovat, kde je nějaký problém se zelením. Вам покажу, как мы сами себе создали проблему одну. Это тоже приложение, куда люди могут жаловаться, через которое могут люди жаловаться на разные проблемы по городу, и нам отправляют сообщения с фотографиями. No, protože prostě pracujeme s lidmi a pro lidi. Потому что работаем с людьми для людей, поэтому иногда такие проблемы специально создаем сами себе. To je asi teďka nějak všechno. То есть это так по зеленению пока все. Определенные крыши. Ну, давайте тогда, можно сейчас тогда вопросы к этой презентации, потом можно еще посмотреть крыши, другие примеры, чтобы сейчас не отходить далеко. Может, теперь будет посмотреть. Jo. Светлана, вопрос, да. Poprosil, co na mě hodí, že jsem právník a Мартин говорит, что он юрист по образованию, поэтому будьте добры, не задавайте слишком сложные вопросы с области биологии или технологии или чего-нибудь. Можно по презентации? Вот про деревья понятно, стало понятно, как поливаются, а поливаются ли газоны или вот влажность климатически достаточно? no, s trávníkama, tak tam jo, máme závlahový systém. V momentě, kdy ten trávník trpí, skutečně je to třeba po nějaké akci, tak se trávník obežene páskou, doseje se a dá se tam takový to То есть мы наблюдаем постоянно за состоянием этих газонов, и, например, если у нас проходит какая-то акция, мероприятие, где люди ходят по газоне там 2 дня, мы потом ставим такой забор, расставляем туда какую-то систему для полива и досеиваем, опять же, и некоторое время газон является закрытым для доступа, потом опять открываем. То есть всегда, когда видим, что есть такая проблема, организуем полив, на какое-то время газон является недоступным для Полив из рек вода льется. řeky. Да, реки. Nebereme vodu z vodovodního řadu. Никогда не берем воду с общественной сети питьевой воды, а в основном рек.
Vlastně i na kropení z ulic v létě používáme vodu z Brněnské přehrady. И летом также поливаем улицы, но потому что, чтобы снижать жару, и для этого тоже берется вода с городского водохранилища. Ale základ je, jako pravidelně určitě nekropíme všechny trávníky ve městě. Když se snažíme držet tu vláhu, v nich pomocí těch zasakovacích pásů třeba. Но стараемся все организовать так, чтобы мы не должны были постоянно организовать полив всех газонов по городу, потому что это и сложно организовать, и дорого, и как бы это неустойчиво. Поэтому мы стараемся во всех парках и возможных остальных территориях создавать такую систему сбора дождевой воды, которую мы показывали на этом рисунке. То есть, но подземные хранилища воды, резервуары, когда идет дождь, вода накапливается под землей, и она постепенно потом... Нет, она просто там есть, внизу этого резервуара есть просто камни, то есть она постепенно уходит в почву сама по себе. И только если есть какая-то засуха или долго не остается без дождя, или видим, что какой-то газон засыхает, то мы организуем полив, to искусственный, но стараемся этого не делать периодически всегда. To nejde, ale nejvíc pomáhá to sečení. Nesekat to na nízko, sekat to prostě na vysoko a taky jenom někde to partikulární sečení. Но нам помогает то, что мы не косим траву до 0 но всегда до 8 сантиметров только, потому что это такой возраст травы, который тоже помогает сохранять влажность в почве, и мы знали, что это самый такой хороший вариант. Можно вопрос? Если кто-то купил часть земли вместе с городскими деревьями, они остаются в собственности города? Pokud někdo koupí od města majetek, tak se stává jeho majetkem, ale to neznamená, že může pokácet. Если бы кто-то купил городскую территорию, зеленую, и там будет дерево, то дерева войдут в частную собственность, и этот новый хозяин должен будет ухаживать за этими деревьями. И если он частный хозяин, это еще не значит, что он может спилить дерево, потому что они тоже под охраной. То есть каждое дерево имеет определенную охрану, и даже если они частные, то там есть процедура, всегда надо получить разрешение для вырубки деревьев и на частной территории в том числе. Сразу вопрос, кто занимается охраной и какие административные взыскания, штрафы на сруб дерева или повреждение? V první fázi městská část, která má ve správě to území. Первая инстанция – это городская часть, на которой территория дерева находится. Samozřejmě není vůbec možný kácet v těch významných částech městské zeleně. И в основных зонах основных зеленых городских зонах невозможно вообще сносить дерево. То есть это этих 7 основных парков и так далее. Там есть определенные территории, куда нельзя вообще. Но имеется в виду, если, к примеру, вот как в Караганде, это как распространенное явление, застройщик купил землю под строительство, на ней расположена там масса деревьев, 200 деревьев, и он их просто сносит, не берет никакого разрешения. Какие санкции? Tak musí požádat o možnost kácení. Но у нас такая система, что такой человек должен получить разрешение, то есть он отправляет письмо в городскую часть, и там туда он должен получить разрешение на вырубку деревьев. А если не получил? Tak dávají štraf. To záleží na tom, co to bylo za stromy, jak byly velký ty stromy, kolik jich bylo, jak moc to bylo ve městě, je na tom metodika, podrobnosti neznám, ale může si vytvořit každý vlast. Для штрафов у нас методика, то есть там подсчитывается, можно сказать, цена этих деревьев, и туда входит информация про возраст деревьев, количество, вид и так далее. То есть там есть очень много критериев, и та же самая городская часть, которая отвечает за разрешительные документы на вырубку, она определяет количество, размер штрафа. Ale pořád ještě to není dost.
občas se to taky někomu vyplatí. Но штрафы достаточно большие, но не всегда это помогает эти дерева защитить. И они большие, но все равно не настолько большие, чтобы всех как бы то заставили не уничтожать эти дерева. То есть Ну, тоже у нас иногда есть такие проблемы. Кроме штрафов, вот у нас, к примеру, в правилах прописано компенсационная высадка. То есть, если ты одно дерево срубил, на сегодняшний день у нас 50, на сегодняшний день 50 деревьев найдет на компенсацию. Должно быть. Za 1-3. У нас в основном за 1-3. Но там Pozor, тоже у нас my je ale nemáme kam dávat. У вас за 1-3, потому что у вас закон работает, а у нас закон не работает. Но То, давно что тоже написано, ничего давно не тоже делается. проблема с территорией, потому что если бы это было 50, там просто нехватка городских земель для посадки стольких Я деревьев. просто приведу пример. Вот есть сейчас застройщик у нас, Профинвест называется. Ему он срубил где-то 150 сосен 30-летних. 300. Да, ему сейчас на компенсацию посчитали 7200 деревьев. Já rozumím. Tam vysadil to? Но никто еще, суд идет, это впервые вообще, первый раз вообще. Суд такой раньше не был. Kde je bude sázet? И нету земель, уже эти земли даже город еще не выделил, их нет. My se snažíme tu náhradní výsadbu aplikovat v místě, to znamená ideálně na tom samém pozemku. Potom v té městě, když to nejde, tak hledáme v té městské části, a když to nejde, tak hledáme další místa. Teďka třeba hodně využíváme tu brněnskou zoo, tam posazujeme, protože tam byly kůrovcová kalamita. У нас в основном стараемся искать место для новой компенсационной посадки на том же самом участке. Если это невозможно, то в той же самой городской участке, и только если даже и вот это невозможно, тогда потом ищем на других территориях города. На сегодня, например, у нас есть еще некоторые возможности на территории зоологического парка, потому что там из-за счет засухи погибло очень большое количество деревьев, то есть там сейчас стараемся, например, высаживать новые. Kromě té nové výsadby náhradní je samozřejmě i ta udržitelnost ještě sledovaná a nařízená následná péče. Но у нас, кроме того, что тот, который вырубил дерево, должен посадить 3 новые заодно, он должен еще обеспечить уход в течение 5 лет. То есть то как мы организуем уход за деревьями, это и каждый частный владелец также должен обеспечить. Но у нас 3 года. Но по факту получается так, что они якобы высадили, да? 3 года проходит, нету ни деревьев, ни этих людей, которые должны были ухаживать. Ještě můžu říct to, že vlastně žádat o povolení kácení můžu z důvodu buď zdravotního stavu,